Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Интинцы приняли участие в акции и вспомнили наших земляков, которые внесли вклад в победу. Интинская ТЭЦ и тепловая компания планируют отключить горячую воду. В администрации округа прошло заседание по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты. Теперь учащиеся будут оттачивать навыки на новых барабанах и ксилофоне. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. Традиционно на площади Комсомольской возле мемориальной композиции в память погибших в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг. Представители законодательной, исполнительной власти, волонтеры возложили цветы к подножию монумента. Традиционная минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Именно в это время, 80 лет назад, в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии. ИНТА присоединяется к всероссийской акции «Минута молчания». Акция в День памяти и скорби проходила в нашем городе без широкого масштаба. Из-за эпидемиологической ситуации было решено сократить количество людей, принявших участие в церемонии возложения цветов к монументу Клятва. 22 июня – особый день, День памяти Великой Отечественной войны. Несмотря на все ограничения, сегодня мы собрались у памятника Клятва, чтобы почтить минутой памяти всех погибших. Сегодня из ограничений собрался ограниченный круг лиц, которые почтили памяти. Это руководители администрации, депутатский корпус, ветераны, представители прокуратуры и волонтеры. Каждый из собравшихся на площади отнес к памятнику красную гвоздику, как символ памяти и скорби, объединяющий поколения. Яркий цвет цветка напоминает нам о пролитой крови, о жертвах нашего народа на пути к долгожданной победе и миру. Я родилась в 1944 году. Я помню свое детство, деревянные игрушки, тряпочные куклы. Но сегодня я, как весь народ нашей России, чту и горжусь той победой, которую завоевали наши, мои отцы, мои матери. Я очень чту победу и стараюсь каждый год попасть на какие-то мероприятия, посвященные этому празднику. В этом году я была в Ржеве. Новый памятник солдату, который стоит на крыльях журавлей. Вы знаете, нет слов, чтобы передать то состояние, в котором ты находишься. Я неоднократно была в Брестской крепости. 1200 фонарей зеленых и красных освещают помещение этого мемориала. Зеленый свет на траву, красный свет на капли крови. И я думаю, что была я на Поклонной горе, и каждый год я стараюсь быть в тех местах, которые связаны с войной. В нашем городе до сих пор проживают участники войны. Их уже осталось очень мало. И сегодня мы должны, это легенда нашего города, сегодня мы должны их чтить, почитать, поздравлять их. Но, видимо, так природа распределила, что сегодня мы не можем их пригласить на эту площадь, чтобы они вместе с нами сегодня постояли, возложили цветы к памятнику. И наверное, бы поплакали светлыми слезами счастья, что мы живы, что мы процветаем. И наша Россия – самая великая держава во всем мире. Я горжусь своей страной, горжусь своим народом. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 дней и закончилась победой Красной армии и ее союзников. Это была самая кровопролитная война в истории России и других стран бывшего СССР. Погибло более 26 миллионов граждан, десятки миллионов получили ранения. 22 июня в День памяти и скорби вся Россия вспоминает о жертвах войны.
Инта активно готовится к осенне-зимнему периоду. В ближайшее время в округе будет отключено горячее водоснабжение. Интинская ТЭЦ проводит гидравлические испытания. Управляющие компании занимаются промывкой систем, ремонтом кровель, подъездов и покосом травы во дворах. В администрации округа прошло заседание по подготовке города к осенне-зимнему периоду. На совещании были приглашены представители всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Интинская ТЭЦ проводит капитальные и текущие ремонтные работы. На прошлой неделе завершился отопительный сезон. С 5 по 18 июля запланировано отключение горячей воды. Продолжается в соответствии с графиком ремонт котлоагрегата номер 5 и готов к ремонту, и ведется текущий ремонт котлоагрегата номер 7. Материалы в полном объеме, людские резервы тоже. По взаимодействию с управляющими компаниями начатой промывки есть, конечно, сложности, но все управляющие компании были уведомлены, скажем, надлежащим образом. Тепловая компания уже провела гидравлические испытания. По словам специалистов ресурсоснабжающей организации, дефектов на подведомственных сетях выявлено не было. С 24 июня по 7 июля планируется отключение горячей воды в поселке Юстыдор. С 29 июля по 11 августа в микрорайоне Восточный. При подготовке КЗП, что касается, что в аренде находится 13,5 километров теплосетей. Запланировано на этот год пока 50 метров мы меняем по котельной номер 1, от ТП-1 до улицы Пушкина, в двухтрубном исполнении. Трубы закуплены, но еще не поступили, оплачены, все, договор заключен, ну, вроде как отгрузили, но пока трубы не получили. Так, на контроле, значит, Петрунь. Замена котла предусмотрена в этом году, еще замена котла Е1 на 1.9 на котел богатый. Котел уже работы начали по разборке. Нам график работы, то есть когда завершится. Хорошо. Полным ходом ведутся запланированные на этот сезон ремонтные работы на водозаборных сооружениях и сетях холодного водоснабжения. На водозаборном сооружении выполнен ремонт насоса номер 3, выполнен монтаж коллараторной установки, замена. На участках водопроводных сетей выполнен замена трубопровода по улице Куратова. На 18 выполнен замена трубопровода по подвалу школы 10, выполнен замена трубопровода по улице Деповская, осмотр наружных трубопроводов, улица Сельхозная, Деповская, тепловые камеры, выполнен замена трубопровода Мира 33, выполнен замена Юстыдор, выполнены работы по улице Полярной 14, по улице Куратова 38-40. Ведутся подготовительные работы по трубопроводу замены Мира 47. Значит, совместно с ПАО «Плюс» согласовывается замена сетей. Управляющие компании занимаются промывкой систем, заменой и установкой общедомовых приборов учета, ремонтом протекающих кровель, приведением в порядок подъездов, тамбуров, входных дверей и благоустройством дворов. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев рекомендовал специалистам обратить особое внимание на соблюдение сроков выполнения плановых работ. В летнее время все предприятия должны качественно провести ремонты. Управляющим компаниям, у которых есть долги перед энергетиками и тепловиками, необходимо решить все финансовые вопросы. 30 июня состоится прямая линия президента России Владимира Путина. Трансляция прямой линии начнется в 12 часов по московскому времени на официальном сайте проекта moskva.putinu.ru, а также в эфире ряда федеральных телеканалов. Уже сейчас жители страны могут отправить свой вопрос главе государства. Задать свой вопрос интинца и каждый житель страны может через специальное мобильное приложение «Москва Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva.putinu.rf посредством СМС или ММС-сообщения по номеру 04040 и по телефону 8 800 200 40 40. Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России. Отправка сообщение бесплатное. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, через официальные группы проекта.
Количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти. Дополнительная нагрузка легла на систему здравоохранения. Увеличился рост госпитализаций. По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, коронавирусом стали чаще заражаться молодые люди. За последнее время число заболевших в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%. Специалисты считают, необходимо строго соблюдать меры предосторожности и наращивать темпы вакцинации. Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольшее количество прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов. Увеличился и рост госпитализации. Рост госпитализации составил 32,5%. Мы увеличили количество коек за последние в целом по стране со 102 тысяч до 127 тысяч коек. Имеем запас в объеме 16% свободного коечного фонда. Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе и в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет чуть более 3000 человек. Резервного реанимационного коечного фонда у нас достаточно, но нагрузка на палаты реанимации возросла. Хотела бы обратить внимание на то, что максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах. Это 18-29 лет и 30-49 лет. Активное, трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций. И, к сожалению, в последний месяц, это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающие теми требованиями, исполнениями тех требований, которые мы прописывали в течение последних 1,5 лет. Я бы хотела отметить, что есть четкая зависимость корреляционная. Чем выше иммунная прослойка у людей старше 60 лет, тем меньше заболеваний и меньше смертей. Это логично, но я хочу еще раз подчеркнуть, у нас меньше болеют люди старшего возраста в сегодняшнем дне, ровно потому, что удельный вес привитых среди этой возрастной группы максимальный среди всех возрастных групп в Российской Федерации. Это еще один важный аргумент в пользу иммунизации. Безусловно, рост, начавшийся и распространяющийся, связан с нарушением тех требований, о которых мы неустанно говорим. Далее, конечно же, сегодня охват иммунизации населения работоспособного возраста, населения, вовлеченных в коммуникации при осуществлении своей профессиональной деятельности, к сожалению, недостаточен. В Республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 июля 2021 года. Как сообщает пресс-служба главы Коми, продлен запрет на работу ночных клубов, дискотек. Соответствующие изменения внесены в указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. Кроме того, с 21 июня вводятся ограничения на заполняемость концертных, театральных и кинозалов не более 50%. Работодателям рекомендовано перевести 30% работников, а также работников старше 65 лет на дистанционный режим работы. 20 июня глава Коми записал очередное видеообращение из Республиканской инфекционной больницы, в котором рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, почему он заразился коронавирусом, если был привит и соблюдал меры профилактики. Я продолжаю лечение в Республиканской инфекционной больнице. Снова отвечаю на многочисленные вопросы, которые мне задают, и большое количество знакомых людей и коллег, и просто людей, которые снова и снова спрашивают, как же ты заболел, если ты и прививался, и всегда носил меры профилактики, маску, обрабатывал руки. Я постоянно, коллеги, отвечаю вам, уважаемые жители республики, отвечаю вам, что
это очень нелинейная инфекция, очень сложная, пока еще плохо изученная. И единственное, что точно совершенно можно сделать, какой вывод, это вывод в том, что, безусловно, человек привитой, он переносит даже повторное заболевание легче и без тяжелых последствий. Это совершенно точно. Вирус мутирует, и поэтому, к сожалению, действительно тот иммунитет, который приобретается от первичных прививок, он может быть недостаточен для того, чтобы обезопасить 100% от повторного заболевания. Но, повторяю, это повторное заболевание будет совершенно точно протекать более легко. По прививкам. Все-таки я снова напоминаю о том, что мы полностью в республике обеспечены всеми 3 видами вакцин. Это известный всем спутник Ви, это Эпивак Корона и Ковивак. То есть все 3 вакцины у нас в наличии, они абсолютно эффективны, безопасны. Какую из вакцин выбрать, это вам посоветует доктор. Я уже говорил, что записаться на прививку можно в любом медицинском учреждении, которое находится рядом с вами, либо через портал госуслуг по бесплатному телефону 8 800 550 400. Интинцы, стоящие в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, должны пройти обязательную перерегистрацию. Срок подачи документов завершается уже 1 июля. До этого времени интинцам необходимо подать заявление в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья городской администрации. На данный момент в Инте в очереди на переселение из районов Крайнего Севера стоит около 3000 семей. Большая часть очередников – пенсионеры. В прошлом году в нашем городе вручили сертификаты на переселение 37 семьям на сумму около 111 миллионов рублей. Все получатели относятся к категории инвалиды. Они имеют преимущественное право на переселение из районов Крайнего Севера. В 2021 году обладателями сертификатов уже стали 17 инвалидов и 5 пенсионеров. Общая сумма выделенных средств – 51 миллион 581 984 рубля. Граждане, состоящие в республиканской очереди на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, должны ежегодно проходить так называемую перерегистрацию. Напоминаем, что 1 июля 2021 года заканчивается ежегодная перерегистрация граждан, состоящих в общереспубликанской очереди на переселение из районов Крайнего Севера. Поэтому мы приглашаем граждан, состоящих в общереспубликанской очереди, в кабинет 107 до 1 июля 2021 года для подачи соответствующего заявления. А также напоминаем, что можно отправить это заявление почтовым отправлением по адресу Республика Коми, город Инта, улица Горького, дом 16, или воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте администрации МОГО-Инта, вкладочка «Обращение», создать обращение и заполнить соответствующую форму. Значит, приемные дни у нас: среда с 8 до 17, обед с 12 до часу, в пятницу с 8 до 12. По всем вопросам, пожалуйста, звоните 6 26 60. Напоминаем, что подать заявление необходимо в 107-й кабинет, отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации округа до 1 июля. От количества граждан, прошедших перерегистрацию, напрямую зависит сумма выделенных федеральных средств для переселения семей из районов Крайнего Севера. Материально-техническая база детской школы искусств постепенно обновляется. За счет национального проекта «Культура» педагоги и учащиеся музыкального отделения смогли осуществить свою давнюю мечту и приобрести новые ударные инструменты. Интинская детская школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». В музыкальное отделение буквально на днях поступили закупленные по нацпроекту 2 маршевых барабана и студенческий ксилофон. Недавно получили новые инструменты, более высокого качества. Ксилофон у нас раньше был, но он такой
как сказать, бюджетной такой сферы был. Там очень зависел звук от атмосферы, от окружающей среды, плыл, так скажем, звук. А это уже более современный, качественный звук, замечательно звучит. Вот. И вот 2 маршевых барабана новых, тоже хорошего качества. Преподаватели и воспитанники уже успели провести несколько репетиций на новых ударных инструментах и оценить качество их звучания. Ждать осени и нового учебного года, чтобы обыграть новые инструменты, слишком долго. В Интинскую школу я хожу не так давно, где-то с осени 2020 года. Я совсем недавно начал только на барабанах. Звучание отличается, наверное, найдется какой-то современный музыкальный стиль, в котором они будут применяться хорошо. Вот. Недавно играли музыкальный микс, где у каждого был свой ударный инструмент, и они играли свою собственную роль, каждый создавал свой звук. За ксилофон преподаватель решил поставить Лейлу, выпускницу по классу фортепиано. Принцип игры на новом инструменте схож, поэтому девушке быстро удалось его освоить. Я в прошлом году закончила фортепиано, в этом году я учусь на барабанах. Достаточно быстро, мне он легко дался, так как я уже знала саму мелодию. В ксилофоне такая же клавиатура, как и на фортепиано. Если только надо было запоминать, какой рукой стучать по клавишам. Напомним, реализация национального проекта «Культура» началась в 2019 году. Тогда в детской школе искусств Инты появился виртуальный концертный зал. 6 педагогов прошли обучение, 4 в Академии музыки имени Гнесиных города Москвы, 2 в Академии русского балета имени Вагановой города Санкт-Петербург. С 2019 года вступил федеральный проект «В силу культура». Там есть 3 подпроекта: цифровая культура, творческие люди, культурная среда. В рамках цифровой культуры мы получили в 2019 году виртуальный зал на 115 человек, который, в общем-то, способствует развитию проекта «Культурный норматив школьника» или «Культура для школьника». И в целях укрепления материальной базы в этом году мы получили музыкальные инструменты. Маршевые барабаны большой, маленький, 68 тысяч, и ксилофон студенческий за 53. Очень рады, потому что отличное состояние у инструментов. Последнее пополнение музыкальных инструментов в Интинской детской школе искусств было 3 года назад. За счет собственных средств учреждениям дополнительного образования обновлять базу довольно сложно. Национальный проект «Культура» открывает новые возможности и горизонты. Конечно, это замечательно, когда идет такая поддержка, потому что инструменты очень дорогие, и не каждый может себе позволить, не каждый муниципалитет. Это очень хорошее подспорье, так скажем. Такие инструменты получили все школы, в которых есть класс ударных инструментов. Конечно, это очень здорово, это расширяет возможности, это можно создать ансамбли различные. Потом у нас учатся не только дети, но и взрослые. Мы ждем, может быть, придут к нам взрослые. Из такого маленького города, как наш, это, в общем-то, чудо просто. Так что спасибо национальному проекту. В 2023 году детской школе искусств Инты по нацпроекту «Культура» будет выделено 3,5 миллиона рублей. На эти средства планируется закупить новые музыкальные инструменты, рояль, домры, скрипки и многое другое. Всевозможное оборудование, такое как интерактивные и магнитные доски, зеркала в хореографическое отделение, свет, а также учебные материалы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.